бы вы прокомментировали заявление Романа Бессмертного? Ведь действительно у нас есть решение Международного трибунала. И обмен 24 военнопленных является нивелированием этого решения или же нет? А когда вообще Москва выполняла какие-то решения международного правового характера? Когда она просто так, без всего их выполняла? Когда? Я не очень хорошо помню так, чтобы вот последние годы они бы действовали в рамках принятых решений. Я вот сам участвовал в деле Arctic Sunrise в свое время. Там тоже принимались решения трибуналом. Ну, они касались судна Greenpeace. Вот, это было в 2013 году, да. Я защищал такого Дмитрия Литвинова. Но отпустили-то их не потому, что какие-то были решения трибуналов и тому подобных. Отпустили, потому что король Нидерландов прилетел в Москву и договорился об этом с Путиным, и они просто их отпустили, всех этих активистов, при разломной станции крупная была. Я думаю, вы знаете, рассчитывать на то, что Путин просто выполнит решение трибунала, учитывая, что Москва много раз говорила о том, что не признает его решений, что они относятся, собственно, к ситуации с моряками, мне кажется, не приходится. Поэтому Зеленский ищет компромисс. Я его понимаю. Не слишком ли наивно предполагать, что Путину важны судьбы и жизни граждан Российской Федерации, которые содержатся на территории Украины, чтобы обменять их на совершенно невинных людей? Ну, если бы они ему были важны, он бы давно бы уже обменял. Потому что предложения о том, чтобы обменять, звучали и в прежние годы. Я очень хорошо помню, в трехсторонней контактной группе, в гуманитарной подгруппе это звучало неоднократно. Как вы думаете, тогда на что он рассчитывает? Ну, я думаю, это игра, да, имеет место, но это не значит совершенно, что обмен невозможен. То есть игра всегда присутствует, что ж поделаешь, что, так сказать, Кремль всегда играет, но это не отменяет того факта, что все равно в конечном итоге удастся договориться. Я бы не исключал этого. Ну, смотрите, а если Российская Федерация, как вы уже отметили, да, не выполняет никакие международные соглашения, ну, не помню такого, да. Действительно, за последние 5 лет никакие конвенции, резолюции и принятые решения на международной площадке Российской Федерации требования в том числе не выполняла и играет свою игру. Да. И Украина, если этой игре подыгрывает, не подставляем ли мы сами себя? Вы знаете, это вопрос оценок, потому что на самом деле я понимаю и Зеленского, потому что для него первично человеческие жизни, в отличие от Путина, которому как раз они не так сильно важны, ему интересы важнее. А Зеленскому точно абсолютно важны люди, потому что здесь другая система, здесь общественное мнение давит на своего выбранного президента, который, так сказать, зависит от этого общественного мнения, и поэтому, и сам Зеленский очень расположен к тому, чтобы думать о конкретных судьбах. Мне кажется, он просто так молодой политик в этом смысле, и для него это важно. Но что делать? Москва сильнее, в том его смысле, что они диктуют условия, и поэтому, к сожалению, сейчас обстоятельства складываются так, что любая договоренность, она либо компромисс, либо такой ущербный компромисс.